Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области путем угроз продолжают заставлять бюджетников давать интервью ТВ «Бадахшон», сообщает интернет-портал Памир Daily News со ссылкой на собственные источники из Хорога. На местном телевидении ТВ «Бадахшон» ежедневно публикуется интервью с участием учителей, сотрудников исполнительных органов власти, экс-чиновников и других относительно известных лиц, в котором они выступают в поддержку властей и против протестующих, говорится в сообщении. ГКНБ обзванивает школы, больницы, университет, бизнесменов, сотрудников исполнительных органов власти и заставляет их обращаться к народу с тем, чтобы отговорить людей от участия в вероятных протестных акциях. Есть те, которые читают готовые тексты по бумаге, а есть такие, которые отказываются читать, но делают более мягкие обращения своими словами, сообщает источник. Также СМИ сообщили о временном приостановлении работы представителей комиссии гражданского общества по расследованию факта убийства Гульбиддина Зиябекова. Они заявили о чрезмерном вмешательстве областной прокуратуры в работу комиссии, в частности, прокурора области Парвиза Арифзода. Ситуацию прокомментировал таджикский блогер Абдулла Аббосов. Изначально таджикские власти сделали попытку выставить митинг как своего рода сепаратистское движение. На это указывает организованная 27 ноября протестная акция молодых людей возле здания ООН с такими лозунгами, как «Бадахшан – часть Таджикистана» и «Преступники должны быть наказаны». Они держали фотографии раненых в Хороге силовиков. После режим все же решил договориться с митингующими в Хороге и согласился на выдвинутые условия для того, чтобы снять напряжение и успокоить жителей Гбао. Затем в течение нескольких дней монтируется видеофильм, в котором рассказывается о преступной деятельности убитого Гульбиддина. Причем, по оценке независимых экспертов, никаких весомых доказательств его преступной деятельности в фильме не приводится. Некоторые моменты, упомянутые в фильме, направлены на разжигание розни по отношению к жителям Гбао. Это делается для того, чтобы протестные настроения не подхватили жители других регионов. Созданная комиссия по расследованию событий в Хороге заявляет о возбуждении уголовных дел в отношении некоторых участников митинга, объявляя их организованной преступной группировкой. Таким образом, мы в очередной раз стали свидетелями того, что с таджикским режимом нельзя вести никаких диалогов и переговоров. Вспомните, как совсем недавно таджикские власти обещали освободить из-под стражи известного правозащитника Иззата Омона, когда стало очевидным, насколько его поддерживает народ. Это было сделано исключительно для успокоения и усмирения народного гнева. И когда люди разошлись, режим, как обычно, не выполнил своих обещаний.